Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. Президенты России и Южной Осетии подписали договор об интеграции. Согласно документу, Москва и Цхинвал в ближайшее время сформируют общее пространство безопасности и обороны. Сотни человек со всей страны вышли на митинг, приуроченный к годовщине вхождения Республики Крым и Севастополя в состав России. Владикавказ в числе российских городов, где собираются люди, неравнодушные к событиям на Украине. На театральную площадь города пришли около 3000 человек. В республике стартовал проект «Культура Осетии детям». Он организован по поручению Таймураза Мамсурова. Только за первый день к истории своей малой родины приобщились несколько сотен школьников. Эти и другие темы далее подробно. Договор о союзничестве между Россией и Южной Осетией подписан. Ранее несколько раз дата подписания переносилась, но сегодня главы государств встретились, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество. В документе говорится о поэтапном установлении между Россией и Южной Осетией более тесного взаимодействия в социальной, экономической и гуманитарной сферах. Также в приоритете вопросы внешней политики, обороны и безопасности. Будут также заключены и отдельные соглашения по углублению отраслевого взаимодействия. В первую очередь это историческое событие между Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией, потому что Южная Осетия 20 с лишним лет к этому шла, и ценой крови, и войны, и жертв, те, которые люди там погибли, они сражались именно вот за это, за независимость, и тем более за такую важную встречу, которая сегодня состоялась. То есть это очень важно для обоих государств, соответственно, для Южной Осетии в первую очередь. То есть это дает очень большой шаг, стимул к развитию, взаимовыгодному сотрудничеству. Сотни человек со всей страны вышли на митинг, приуроченный к годовщине вхождения Республики Крым и Севастополя в состав России. Владикавказ в числе городов, где собираются люди, неравнодушные к событиям на Украине. Сегодня на театральной площади собралось около 3000 человек. Люди развернули десятки российских и остинских флагов на транспарантах благодарности в адрес президента Путина. Мы хотим, как народ, по статье 2 и 3 Конституции, который является носителем власти, выразить наше, так сказать, мнение о том, что страна должна не разрушаться, как этого хотят многие на Западе, а наоборот увеличиваться и обратно собирать свои территории. Год назад Владимир Путин подписал соглашение о принятии в состав России 2 новых субъектов. 2 днями ранее в Крыму состоялся референдум. Международные наблюдатели признали его состоявшимся. Для российского народа присоединение Крыма и Севастополя по-настоящему историческое событие. Ровно год назад здесь, на театральной площади Владикавказа, собралось порядка 10 000 человек. Это люди, кому не безразлична судьба Крыма. Тогда же отсюда на юго-восток Украины отправили фуру с гуманитарной помощью. Защитить народ от войны из Северной Осетии уехали десятки добровольцев. Народу Украины помогали, как говорится, всем миром. Деньги в размере однодневной зарплаты в фонд Крыма перечислили работники республиканских министерств и ведомств. Северная Осетия приняла 1058 беженцев, из них 313 дети. До сих пор в пунктах временного пребывания остается около 300 человек. Каждый пришедший сюда выразил нашу общую точку зрения. Пусть все говорят то, что хотят, пусть все думают, что хотят, но то, что люди пришли и выразили свое мнение о том, что Россия и Крым воссоединились, и это правильно и хорошо, и это наша перспектива в будущем, это правильно. Особенно мне приятно, что пришло столько молодежи, наших друзей, и общественные организации, и новые молодежные движения, и студенты. И дай Бог, чтобы у них были перспективы на будущее работать с этими организациями. Митинг длился всего 30 минут. Из-за погодных условий программу пришлось сократить, но этого хватило, чтобы жители Северной Осетии высказали свою позицию по поводу возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань. А вот судьба людей на остальных восточных территориях Украины вызывает искреннюю тревогу. Мирный народ продолжает страдать. Во многих областях страны царит разруха и хаос. И псевдоперемирие сегодня существует лишь на бумаге. Эту проблему, по мнению митингующих, нельзя оставлять без внимания. Но и решать ее необходимо исключительно цивилизованным путем, чего уже год никто не может добиться. Елена Черенкова, Михаил Безуглов, Олег Рамонов, Осетия ТВ.
25 миллионов на развитие бизнеса. В Министерстве туризма, предпринимательства и инвестиционной политики сегодня решали, кто получит государственные субсидии. Деньги выдавались по 3 направлениям: возмещение затрат на покупку оборудования, проценты по кредитам и лизинговые соглашения. Лучшим комиссия признала проект первой мебельной фабрики. Молодое предприятие выпускает кухни, прихожие, медицинскую, военную и офисную мебель, в том числе и резную. На полученные субсидии компания будет еще раз обновлять оборудование и расширять ассортимент. Всего в течение дня раздали 23 миллиона из 25. Не совсем удовлетворен тем, какие именно были проекты представлены, в том плане, что, конечно, хотелось увидеть что-то более грандиозное, более инновационное, учитывая те размеры субсидий, которые были, соответственно, предоставлены сегодня. Если достаточно такое стабильное, серьезное предприятие получает еще какие-то дополнения и какие-то бонусы в виде субсидий, то есть у них больше будет возможности для того, чтобы сохранить рабочие места, для того, чтобы создать, может быть, какие-то рабочие места, для того, чтобы в условиях кризиса не пострадать и не сбавлять оборот. В республике стартовал проект «Культура Осетии детям», разработанный по поручению главы республики Теймураза Мамсурова. Только за первый день 880 школьников Владикавказа приобщились к истории и духовной культуре своей малой родины. Вообще здорово, что возникла такая инициатива, и что к нам приходят дети, и с удовольствием мы им рассказываем об истории наших театров, они с удовольствием нас слушают. И я вообще хочу сказать, что музеи, театры – это то пространство, где возможен диалог, где возможно влиять на формирование духовное наших деток. С утра пятиклассников встречали в Музее театрального искусства. Ребятам рассказали историю зарождения театра в Северной Осетии, о тех, кто стоял у самых истоков, режиссерах и актерах, известных деятелях искусств республики. Занимательные экскурсии прошли в нескольких залах. Мне понравилось, мы узнали много нового о древнем нашего города и много разных вещей старинных увидели. В это же время художественный музей имени Туганова знакомил школьников с произведениями народного художника Сосланбека Тавасиева, а также творениями художников-иконописцев. Ближе к обеду эстафету принял Академический русский театр имени Вахтангова. Дети в возрасте от 7 до 12 лет из Владикавказской школы номер 5 увидели спектакль «Как Иван, крестьянский сын, Марию царевну спасал». Малыши радостно реагировали на происходящее на сцене. Очень много добра, тепла, русских традиций, пришедших к нам из сказки. И замечательный, я бы сказала, девиз этого сегодняшнего представления: «Давайте друг другу, добрее все будем». И, конечно, толерантность, когда дети участвуют в спектакле, говорят, что нужно простить отрицательных героев, переживают, включаются в игру актеров. И таким образом это, конечно, хорошее мероприятие. И большое спасибо за такой проект. За 2 года реализации проекта «Культура Осетии детям» более 40 тысяч учеников городских и районных школ посетили различные культурные мероприятия. Все программы для них подготовлены абсолютно бесплатно. Залина Губурова, Олег Рамонов, Осетия ТВ. Живопись, музыка, проза и поэзия всегда были неразрывно связаны. Особенно глубокий интерес к слиянию этих видов искусств возник в XIX веке. Именно этому явлению был посвящен литературно-музыкальный вечер «Рисующая поэзия» в Национальной научной библиотеке. Зрителям представили репродукции работ известных литераторов – Пушкина, Лермонтова, Сухомлинского, Белого. Чтобы описать прекрасное, художники использовали не только слова, но и краски и кисти. Также работники библиотеки подготовили интересную презентацию, читали стихи и демонстрировали картины поэтов. К примеру, у Лермонтова было 11 картин маслом, 51 акварель и множество рисунков. Приняв участие в проекте «Литературная симфония», каждый может почерпнуть для себя новые знания. Как известно, многие выдающиеся поэты рисовали, и второе их предназначение, художественное, очень большую роль сыграло в их творческой биографии и значительно обогатило их палитру. Это, допустим, Сергей Городецкий, Велимир Хлебников, Андрей Белый, Александр Блок, Максимилиан Волошин, всем известный, наверное, конечно, художник. И очень интересен такой факт и знаменателен, что Кавказ для многих из них послужил источником вдохновения и не только в их поэтическом творчестве, но и стал таким побудительным мотивом к созданию
рисунков, графических, живописных и так далее.